Более 200 поправок и лишь один вопрос. Одобряете ли вы изменения в Конституции? В послании Федеральному собранию 15 января этого года президент указал на то, что со времен принятия основного закона прошло уже более 25 лет, и текущие российские реалии сегодня изменились. С тем, что Конституция 1993 года требует изменений, согласен и Хусен Амаков. Для меня в первую очередь важны те пункты голосования, которые дают возможность защищать и обеспечивать права подрастающего поколения, малолетних детей, детей, оставшихся без опекунства. Те дети, которые находятся в зоне риска и в тяжелом положении. Во время пандемии жители показали свою сплоченность, несмотря на национальность и вероисповедание. Многие благотворительные фонды и волонтерские организации начали помогать семьям, оказавшимся в трудной ситуации из-за коронавирусной инфекции. Кстати, поправка в статью 114 обязывает правительство поддерживать их. Волонтерство – благотворительное дело, которое мы можем сделать. Во время пандемии мы помогали посильно, чем могли, старикам, русскоязычному населению, проезжали, смотрели, что нужно, как. Мы тоже участвовали. Тем не менее, я поддерживаю эту поправку и буду содействовать, чтобы эта поправка прошла. Поправки, по сути, закрепляют в основном законе социальный статус государства. И по опросам ЦИОМ людям не все равно, под чьим руководством Россия будет двигаться вперед. Более 50% опрошенных считают важным снять ограничения на участие в выборах действующего главы государства, что прописано в части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации. Важно знать, что голосование идет не за отдельную поправку, а за весь список изменений. Это предполагает формат голосования плебисцит, а с их принятием изменения грядут практически во всех сферах. До всероссийского голосования осталось ровно 10 дней. Проходить оно будет на протяжении недели, а это значит, что каждый сам сможет выбрать для себя день, когда прийти и проголосовать. Сделано это для того, чтобы обезопасить наше здоровье. А это значит, что каждый участник получит перчатку, ручку и одноразовую маску. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24.